Привет, друзья, с вами Одинокий Джейсон. На днях я снял аналогичный ролик о чеченском студенте, немножко рассказал о себе, о своих юных годах. Так как я заглавил о студенте, я еще хотел рассказать много историй про студентов, про грузинскую жизнь. Но так получилось, что я м, начал рассказывать, одна тема сложилась с другой, и так получилось, что там несколько песен было. И так получилось, что мне этот ролик не очень понравился. Хотя я сперва его выпустил, это был одним дублем. 2 часа он постоял, потом я его закрыл. Хотя жалко было труд. До этого тоже я снял ролик на 45 минут. Это хотя час с чем-то было. И вот так, вы знаете, я не могу повторять, дублем повторять. Иногда вот этот дубль очень плохо выходит, потом второй дубль надо, третий дубль, четвертый дубль, пятый дубль. Короче, у меня доходило и до 6 дублей, чтобы снять один ролик. Я какое-то слово не понравилось мое, я переснимаю. Вот жалко этих актеров, конечно, мне очень их жалко, потому что вот они точно так же, скорее всего. Кажется, это очень легко, просто, ну вот так. Я, так как я одну тему хотел, потом дал себе слово без этих ингушей, но они без них никак, они наши соседи. И вот так получилось, что немножко скомканная была вот эта история, и поэтому я решил его заблокировать. Сам, у меня очень много блокированных видео. Было бы интересно, конечно, их кому-то, чтоб люди, которые специально хотят кто. У меня так бывает, я иногда раньше, теперь я это не делаю, каждый день снимал видео, но не вставлял в интернет, только через 3 дня вставлял. Вот такое, просто тем очень много, желающих, как бы сказать, оскорбить нас тоже немало. И хочется, конечно, достойно отвечать. И мне это, если честно, оно не надо, я не переживаю в Чечне. Но вот, знаете, это пропитано, моя вся жизнь прошла там, юность хотя бы. И как я могу просто молчаливо наблюдать за всеми этими баталиями и быть равнодушным наблюдателем. Да, хайповать мы все умеем. Вот некоторые люди это в ТикТоках, вот этих видосики для ингушей снимают, что мы братья. Вот спросите товарищи чеченцы, которые не понимающие, хотят ли ингуши быть вам братьями? Вот это я хотел. Сейчас я не встречал. Я не встречал. Да, у меня был первый мой друг в школе был тоже ингуш, друг по переписке тоже ингуш, сейчас последний друг тоже ингуш. Вся моя жизнь ингушей, но я что-то сомневаюсь, что это искренняя любовь и дружба и другие чувства. А, Поэтому сейчас я немножко песню поставил о студенты и чеченцы. Ну, это вы знаете, да, Хасмагомед Хаджимурадов написал его, известный бард был парень, и он вот песню тоже Ибрагиму 23, он тоже его написал. И вот мы, вот кто в советские годы родился, вот, наверное, вы помните, вот многие студенты обожали эту песню. Я тоже, хотя бы был подростком, маленьким мальчиком, мне очень нравилось. И казалось, 23 года, это такой он старый, но все равно песня была такая красивая, что за душу брала. Да, тогда могли, очень много было песенников, и все на кассетах. И были времена, конечно, такие радостные, веселые, и жили в таком многонациональном республике Чечения-Ингушетии, где чеченцы, ингуши, русские и другие народы существовали рядом. У нас не было, поэтому многие песни чеченские
почему-то пелись на русском языке. Я тогда даже не подумал об этом, почему они на чеченский не поют, потому что красивые голоса, тогда и в голову не приходило об этом думать. А сейчас я вот песню вот слушаю и думаю, а почему это нельзя было спеть по-чеченски? Ну, знаете, вот такие, наверное, это же оно писалось для всех, и для русских, и для чеченцев, узбеков, киргизов, азербайджанцев, украинцев, евреев, дагестанцев, ингушей, осетин, кабардинцев. И вот, и вот именно чеченское вот этот, очень много песенников у них. И мне очень нравятся наши старинные песни. Много спето песен о друзьях своих, о друзьях любимых, сердцу дорогих. Здесь у нас ведется, если в путь идешь, значит друга верного с собой берешь. Здесь у нас ведется, если в путь идешь, значит друга верного с собой берешь. Вместе с другом ты пройдешь и через ад, только друг в беде помочь всегда вам рад. Знайте все, что если друг чеченец вам, сможешь ты рассечь и скалы пополам. Знайте все, что если друг чеченец вам, сможешь ты рассечь и скалы пополам. Если ты влюблен и страстно ты грустишь, ты скажи ему, пусть это знает он. Только молвишь, без нее жить не могу, как услышишь ты в ответ, я помогу. Только молвишь, без нее жить не могу, как услышишь ты в ответ, я помогу. Что я чеченец всей душой, что родился и живу в Чечне родной. Ведь чеченец — это настоящий друг, и чеченцы друга очень берегут. Ведь чеченец — это настоящий друг, и чеченцы друга очень берегут. Собрались мы здесь, как дружная семья. За столом мы веселимся, посмотри. И сегодня Ибрагиму 23. За столом мы веселимся, посмотри. И сегодня Ибрагиму 23. Лещится вино в бокалах, звон летит. Гордо на тебя компания глядит. Пусть таких друзей, как Ибрагим, Аллах сохраняет нам на вечные века. Пусть таких друзей, как Ибрагим, Аллах сохраняет нам на вечные. Сейчас вы послушали песню Ибрагима 23, которая в советское время в Чечне была очень популярна, его любили все, русские, чеченцы, ингуши. Короче, очень была стильная песня тогда. И везде по улицам, по бульварам, по мостовым молодые парни бренчали гитарой и пели вот эту песню. Я застал эти золотые времена. И было, конечно, и было немало песен, конечно, на русском языке. Вот поэтому я говорю, почему-то на русском они были.
И вот такие дела. Просто я первый ролик, многие, только 70 человек его посмотрело. Я просто через 2 часа его закрыл. Вот многим покажется, я повторяюсь, просто для тех, многие, это был закрытый ролик, и случайно кто смог его посмотрел. И я сейчас немножко, это второй дубль получается, и я постараюсь немножко по-своему, покоротко, ясно рассказать свою историю, связанную с этой студенческой жизнью, этими горами, этими вот это, и вот давайте. Мне было 7-8 лет, я не знаю, сколько мне было, и я у бабушки жил. Мое благо, мое счастье было, что она работала не у нас, а в горах где-то там работала. И вот на лето меня отпустили к ней, чтобы я, наверное, чтобы я присматривал за бабушкой, наверное. Но она такая у нас бойкая была, и такая шустренькая, по 2 метра рост, такая глыба была. И вот она, так как она известный человек, и депутат Верховного Чеченгурской АССР, член постоянной комиссии по сельскому хозяйству, передовик производства, участие, как это, Чеченгурская АССР, социалистические соревнования Чеченгурской АССР, первое место занял. Ну такая, депутатом, потом, когда она перестала быть депутатом Верховного Совета Чеченгурской АССР, она была депутатом райисполкома пожизненно, вот, постоянно она была депутатом. И вот такая человек, и так получилось, что всегда, я помню, я был маленький, и любую вот эту проблему, они все шли к моей бабушке, и она решала, и никто не мог, как она скажет, так и получалось. И потом погода у нас в горах очень, знаете, в горе очень красивые места там, и какая-то красивая погода, хорошая погода, и вот эти молодые девушки, яркие, я не знаю, и послухи, вот там это было все колхоз имени Ленина, животноводческое какое-то вот это предприятие, ну, высоко в горах, в Альпийских горах. А я там находился, 2000 километров от уровня моря, и вот они решили, благодаря моей бабушке, она пошла в колхоз, выбрал автобус, вот там они закупились этим лимонадом, вот всякими фруктами, откуда-то достали рашка и поехали все, мы толпой на этой автобусе поехали. Я был мальчиком маленьким, и все взрослые люди, мне не было интересно, но знаете, я вот возле окна вот этого, мне было и страшно, потому что там большие эти перевалы, вот эта дорога была страшная такая, но все равно такое предчувствие, что что-то такое должно произойти в твоей жизни. И мы попали вот это, кто жил в Чеченгуше, это, наверное, знаете, была вот эта всесоюзная база вот этой спортивного резерва на Байдарках, по-моему. И вот эта их база находилась на озере Кезана-Ам. Это спортсмены из Москвы, из Петербурга, со всех многих городов туда приезжали спортсмены. И я, короче, все эти наши, как и сказать, вот всей этой толпой приехал туда на Кезана-Ам. Это голубое озеро, кто не в курсе, в советское время его называли голубым озером, а сейчас оно называют Кезана-Ам. Но это такое высокогорное озеро в Веденском районе, возле границы Дагестана с Ботлинским районом. Это граница Дагестана и Чеченской республики. Короче, я ребенок такой, конечно, я автобус, смотрите, все взрослые люди, а мне не так интересно. Потом, с одной стороны, хочется новых ощущений, а с другой стороны, думаешь, ой, неинтересно, очень скучно. А потом я пришел, где-то вижу что-то, какие-то гитары, вот эти песни, вот это какие-то вот это. И там вдалеке какая-то туристическая
база, палатки, там молодые парни, девушки там бегают, вот этих. Я тогда не знал, конечно, моя бабушка меня не пустила бы, ну там далеки, они были далеки, в купальниках, там, в шортах, труске, там, не знаю, вот эти, плавательных, вот этих, вот ходили русские были, и далеки они были, но я, как ребенок, они меня оставили в покое, потому что пока они там жарили это мясо, там готовили, там, у них было очень такое подъемное настроение, а мне дали лимонад, они вместо холодильника, это озеро Кезаноам, это 2, 3, 4 бутылки, там пиво, наверное, было, но я видел только лимонад увидел, там и водка была, наверное, там сзади спрятали они. И советское это время, и, конечно, нужно работаешь всю жизнь, пашешь, и потом и отдых нужен, наверное. И они почему-то, моя бабушка меня отпустила, но я был доступным вот этим, они смотрели на меня, что я делаю. Я возле реки ходил, вот это возле не реки, это озеро, и я боюсь туда зайти, хочу хотя бы дотронуться до этого Кезаная. А мы потом рассказать всем подросткам, детям, ребятам, что я купался, понтоваться там, Кезаная Ама. Это, ну, такая была история, там, такая, это было героическое что-то было. Я решил мальчиком у себя вот это. Потом, я не знаю почему, как, я там заигрался, просто потом мне стало интересно, я музыку, вот это, почему я это рассказываю, вот это имя, это чеченская музыка на этих гитарах, вот это, они пели, и двое девушек подошли ко мне, и мне спрашивают, ты кто? Они тоже удивились, потому что раньше же детей вообще там на озере Эзанаам вообще они встретить очень редко была, конечно, только взрослые там находились. И я сказал, что я с бабушкой приехал, и то я же хорошо говорю по-русски. И они со мной увидели меня, местного мальчика, как они обрадовались, как они тискали меня. И даже ребенка я помню, что вот понравилось это им. И вот это еще парни подошли, двое мальчиков подошли, и они спрашивают, а это же местные. И, конечно, они поняли, что я непростой местный, что, скорее всего, сын кого-то там, или внук кого-то. И вот они решили, и они спрашивают, а что ты сам? Я говорю, вон там, они все наши бабушки, вот эти, наши, вот эти. И решили, я с ними так заигрался, у них по их палаткам бегал. И вот они, двое этих парней решили меня с татуажами. И раньше я просто смотрел, я их, оказывается, сейчас я помню, что я их разглядывал, а я же не знал, почему они одежды ходят, я же не понимал, это маленький еще. И вот им это стало интересно, и двое вот эти, я протестую, я кричу, они взяли меня, и это озеро Кезанаам не кинули, а сами туда вошли. И вот это было нечто с чем-то. Я всю ночь не смогу уснуть от этих впечатлений, это Кезанаам. И вот было, вот знаете, и потом я сейчас тогда я не знал, какие они были, это ребята, счастливые, какие-то, я не знаю, искренние, какие-то добрые. И вот как они нянчились, казалось бы, себе гуляй, веселись, загорай, там, бегай по этой поле. Все равно какое-то внимание мне, мальчику, уделили, за мной смотрели, за мной вот это. Вот было, да, это вот такое. Люди, знаете, и в Чечне вообще многим нравилось. Вот товарищам ингушам, конечно, вот их угнетало это проживание там, как будто бы кто-то насильно их держал, эти чеченцы, ингуши эти, могли бы спокойно уехать в свой Азрань и там жить. И дома построили бы, как все строят сейчас, и квартиры бы построили бы себе. И вот это, как будто бы мы заставляли их жить в этом городе Грозном.
Это вот Чечня-Ингушетия, это была такая Чечня-Ингушская Осетия, это был такой регион мультикультурный, современный, утопал в зелени. Там, не знаю, сколько всего, вот это, многие русские, ингуши, чеченцы. Я не знаю, вот не было такого радости. Там все было очень классно, клево, солнце. По улице идешь, вот я помню Грозно, вот трамвай даже, тройки, вот эти стороны, вот это, не знаю, космос, вот так, по-моему. Потом она заворачивала проспект Орджоникидзе, что-то такое, я сейчас мутно помню. Вот по улице идешь, абрикосы, вишни, все падает на землю. Вот какой благодатный город был Грозный. И край Чечен-Ингушской Осетии. И вот даже вот ребята, приехавшие с крутого места Москвы, и как они наслаждались этим, как им нравились эти горы чеченские, это голубое озеро. Вот это вот, и когда они увидели чеченского мальчика, меня, меня, они же двое берут за руки, меня таскают, поэтому песка там не было, вот это как маленький гравий, вот это, я не знаю, как будто бы своих дел не было. И вот такое у меня воспоминания хорошие. И, конечно, не каждому так везло, как везло мне. И как обогащался я, вот сколько я книжек в детстве прочитывал, сколько всего, какое-то было прекрасное время. И вот счастье мое было, я жду, пока приеду из гор и послушать радио. Юность была, детское радио, и там эти песни про крокодила Гены, всякие, вот эти чебурашки, мурашки. Вот было, знаете, детство было у советских детей очень счастливое. Тем более в таком месте, как Чечня-Ингушетия. Я, когда стал президентом в 8 классе, я не знаю, стал президентом школьного клуба интернациональной дружбы «Факел». Он озывался, и меня напечатало 10 газет Советского Союза. Вот этот газета «Молодая гвардия», город Пермская края, вот это Пермская области, юный Ленинс, газета Украины, Юнгавелт, Ньюслибен, два немецких газеты, молодежные газеты. Потом дальше идем. Таджикистане, пионер Таджикистана, Узбекистане, пионер Востока. Во многих газетах меня... я, как президент школьного клуба, обратился во многие газеты. Солнечной Чечне, передать привет Солнечной Ингушетии. И вот, вы представляете, я получал письма как королева Великобритании Елизаветы. Каждый день по 200, по 300, по 400 писем. И вот мешки, вы, наверное, в жизни никогда не видели мешки. У меня дома были мешки писем, которые я получал. Очень много. По-моему, 20-30 тысяч писем я получил. Это очень много. Там 2-3 мешка. Я сколько в школе, потом со школы многие приходили. Вот они просят меня, дайте нам письма, адреса, мы хотим им писать, обратно писать письма из Киева, со всех городов, со всех вот это хотели общаться, дружить со мной. И вот такие бы, вот так я и познакомился с ингушем по переписке. И вот были времена, конечно, более общественные деятельности. Потом меня в Грозный пригласили. Я жил в Ведено, но меня потом пригласили в город Грозный, по-моему, школу-интернат номер 1 или школа-интернат номер, по-моему, номер 2, школа-интернат номер 2. Я там представлял какой-то венгерский город Татабаня, какая-то вот это, побратим города Грозного, вот меня тоже пригласили. Это были, вы знаете, времена были. У меня брат еще учился, студент был в Грозном, он меня постоянно из зоопарка и туда-сюда, и вот это, поэтому я знаю, там, знаете, эти
молодежь Грозность, как они были счастливы, как они были прекрасны, какие они были красивые. Честно, вот как это вот парень, симпатичный, все, вот бывает, когда тебе нравится, когда твоя жизнь вот удалась, вот бывает, расцветают люди. Вот сколько красивых лиц было в Грозном. Вот такие, и знаете, говорить, что это плохо, это тоже так нельзя. Это наше прошлое, это вот это было. Вот перечеркивать надо. И придумать тоже не надо, чего не было, не нужно придумывать. Но перечеркивать то, что было, тоже, это нехорошо. Вот поэтому я неблагодарность этих товарищей мужей, поэтому я вот их не понимаю. Им просто золотой билет в руки попал. Они самый развитый регион Советского Союза. Их присоединили к Чеченскому. Это город Грозный. Шестая экономика Советского Союза. Представляете? Шестая экономика Советского Союза. 280 всесоюзных предприятий. 280. И вот что там только не было. И в этот самый огромный город, Северный Кавказ. Вот, конечно, раньше Северный Кавказ как бы был вот этот Ростов, Краснодар, Волгоград, Астрахань. Вот. Один из крупнейших городов Северного Кавказа был Грозный. 400 тысяч населения уже к концу 80-го года. Были времена, было, знаете, и студентом я застал это времена. Я же тоже учился там. Не так учился, я жил в Пермской области, приехал, я поступил, потом уехал в Пермскую область к своим родителям, потом приехал обратно в Грозный. Короче, вот этого парня, как он похож на этого моего одного знакомого, вот это 13 СПТУ, поселок Мичурина, на улице романтическим ингушским названием Албогатиев. Скорее всего, это стукач, вот это НКВДшник Албогатиев, по его вот это улица до сих пор в Грозном, наверное. Вот там 13 СПТУ. Мы ковали знания. И там я, короче, они все мои однокурсники, они уехали на Терещин куда-то, вот это, на Виноград, а я отцу своему сказал, я хочу 1 сентября уже попасть в Грозный, там учиться, начать учиться. Он говорит, ничего страшного, у них 1 месяц и так, эти, как эти, раньше же, как, первый месяц же вот это, куда-то они ходили на поле или на Виноград, но вот так как у нас немножко техническое образование, и нас послали, вот этих молодежь на Виноград, и месяц они там кутили. Такие интересные рассказы были. Я, короче, они все разнакомились, все подружились, за этот месяц уже успели подружиться, а я пока в город Перми приехал через Москву, там вот это в октябре месяце, даже они в начале, я вот в октябре месяце приехал, и я пришел вот это учебное заведение, свой диплом, там все вот это, я уже был записан, там мне выдали вот эту форму, общежитие, и меня, говорит, вот это, их вот это, директриса, какой-то зам вот этого, и говорит, самый шустрый какой-то парень там был, он говорит, иди сюда. И говорит, вот этот парень, он приехал с России, и вот его мощь, он отсутствовал в Чечне, вот он поздно пришел, вот веди курс всего дела. Короче, такой шустряк парень. И он мне общежитие, все дворы, все закоулки, про всех этих наших знакомых рассказал, которые со мной должны учиться. И вот это, и говорит, а что ты не приехал в сентябре, как нам было интересно, как мы отдохнули вот этих на
виноградных полях. И вот отец, вот, это очень важно, вот эти посиделки, это гитара, музыка, это круг общения, вот очень важные вещи для студентов. Все равно, да, было тяжело, нелегко, но все равно это были счастливые времена. Счастливые времена. Потом я не смог. Я учился, потом goodbye сказали этому учебному ведению и остался дома. Вот я не жалею я или нет, я не знаю. Я жалею, что я не стал полноценным студентом. Я хотел поступить в исторический факультет Грузинского университета, потому что мой троюродный брат там учился уже. Ну, там, конечно, он сын номенклатурного работника, хотя и я тоже а не с простой семьи был. И вот этот, он в Грозном, его отец, представляете, конец 80-х, начало 90-х все могли купить квартиру, а тогда это сложно было купить. Он имел уже микрорайоне. Второй микрорайон, третий микрорайон, по-моему, имел квартиру. И вот этот молодой студент, он, по-моему, 1 год младше меня был. Короче, троюродный брат моего отца, его отец, и меня послали снова какие-то курсы, какой-то еврей в Москве, молодой парень, он открыл какие-то курсы. И вот это ДК Ленина, по-моему. И вот там и какие-то курсы, и туда я ходил, накатывать. Это, ой, как я строительство не любил. Но мой отец сам был строителем, туда толкал меня, только я хотел историю, какие-то гуманитарные что-то такое. Но это жалко, даже еще потом можно было, конечно, потом Первая война, Вторая война, и все так и потом беженцем стал. И все вот так, даже можно и сейчас поехать обратно, получить диплом. Честно, я иногда задумываюсь, может действительно делать себе диплом, поехать. Никогда не поздно учиться, конечно. Никогда не поздно учиться. И вот такие дела в нашем краях. Ну вот так мы проводили весело время, те далекие времена. Конечно, сейчас совсем другое. Сейчас немножко все коммерческое, все везде нужны деньги. А тогда это было просто какой-то копейку имеешь, и ты мог веселиться и не думать, что у тебя есть деньги, нет денег, потому что все были одинаковые, у всех были одинаковые возможности, и никто, если у тебя не будет этой копейки, никто бы тебе никакой укол не сделал бы. Было мало эгоистов, все были почти, казалось, приличными людьми, искренними, и потому что тогда мы все были искренни. Сейчас, конечно, это уже другой мир, это социальные сети, очень многих порядочных людей развратило, и они пошли по кривой. Это тогда, ой, слово наркоман, это был какой-то, я не знаю, кто-то что-то украл или наркоман. Это было самое страшное, что можно было представить себе. А сейчас это вообще ничего. Это уже гордятся этим. Это уже призвание, это не стесняется, что они вот такие продажные и вот эти. Ну, вот, очень много всего. Я не знаю, кто жил в Грозном. Вот я рад, что я познакомился тогда этим городом. Я там прожил, хоть не постоянно, но прожил я. Потом мой брат в Тюмени работал нефтяником, тоже получил там квартиру, там он свою квартиру поменял, там что-то было. Поселок Мичур, я, по-моему, в 91 году, в 92 году жил, в 3 году даже в поселке Мичурин жил. Вот. Не Мичурина, ой, что я говорю, Черноречье, это Алды, это в Грозинском море я жил, тоже. Ой, с какие у меня были красивые фотографии, все вот эти кожаные куртки, красавчик, ходил там. Короче, наша соседка пропала, и мне эти другие чеченские соседки говорят, пойди, куда-то она пропала,
у него голова не в порядке, рядом какой-то был психологический диспансер, можешь пойти посмотреть, она там или нет. Если она не там, мы будем звонить ее дочери. Короче, я искал там куртку, одел, пошел в диспансер, ой, лица этих чеченских вот этих женщин. А ты кто ему, говорят мне? А я говорю, я сосед. Ой, какой хороший сосед, волнуешься за... Она не была бабушкой, но почти бабушка, как сказать, 55, может быть, вот так, взрослый человек. Тогда мне сколько было? Мне тоже и 20 не было. И были времена, и вы знаете, 91 год, 2 год, вот были сложные времена, и вот это, только вот это, что-то надо стать очередь. Это Джахар Дуда придумал. Ой, у нас бесплатный газ, вода, их хлеб. А хлеб надо за очередь стоять. А ты же молодой парень, тебе же стыдно стоять там с другими женщинами. Ты же не будешь стоять. И вот было, и вот это, мне почему-то кушать надо, а в магазине, там же такие время было сложно. И помню, это бесплатно, этот хлеб раздавали. И мне постоянно кто-то приносил. У меня еще было счастье, мое счастье, напротив меня квартира, и там чеченец, молодой парень, на русской девушке, или женился, или вместе, ну, любовь там была какая-то. И там очень много русских же тогда было еще. И вот он тоже постоянно куда-то идет, может тебя отвезти, то может тебя привезти что-то. Вот это. Потом какая-то пригласили куда-то, вот Жижи Галныш, вот это. Ой, было, вы знаете, было времена, хотя и тяжелые, но я застал. Хорошо, что я прожил тогда в этом городе Грозном. Не так долго, не постоянно, но все равно. Я в душе грозненец тоже. Поэтому мне нравилось там в трамвай сесть, ходить там по улицам. Сколько вот это окружной, вот это трамвай, который окружной. Тоже там в Октябрьском районе постоянно. Там у меня была подружка. Трамвай познакомился с какой. Не трамвай, где-то в центре города. Грозно познакомился. Девушки с русской. Вот так ходили к ней гости. Не гости, просто разговаривали. Ну там потом я оставил это затею, думаю, зачем мне, я же, а не Грозный, чтобы бегать за девушками. Это 91 год, я не знаю, 92 год, вот такие времена. Никто не хотел уехать из Грозного добровольно сам. Если там было так плохо, так неуютно, так... Разве русский Бузуртанов оставался бы там до последнего дня? Не оставался бы. Идрис Абадиев оставался бы до последнего дня? Не оставался бы. Вот Марьям Яхурова там до последнего 90 оставался бы? Не оставался бы. Вот этот грозненец, я имена наших грозненцев, ярых чеченофобов вам называю. Вот этот Ибрагим Дальхига, вот это преподаватель Чеченского университета. До последнего дня в Грозном оставался. Потом все с Грозненского университета перетащил своими ингушами на этих машинах, КамАЗах. Азрань и создал, что Ингушский госуниверситет. Вот так у него. Все смели. С Грозненских музеев все смели эти ингуши. Вот они знали, что будет война, и нормальный человек бы ушел бы. Там более безопасное место. Они хитрые, решили все обукрасть. Под конец, вот нагадить, называется, нагадить. Это я к чему иду? У нас несколько дней идет дискуссия, как молодой чеченский парень там признается в любви этим ингушам и говорит, что вы были первым, вы пролили первую кровь. Короче, когда мы приступаем на вашу территорию, мы себя чувствуем в безопасности. Короче, непонятный чеченец, какой-то на букву Г. И вот это подлизывать ингушам.
Это не первый чеченец, который подлизывает. Я знаю примерно 7-8 чеченцев, которые подлизывают по этим ингушам. Вот этот один, я в городе Киеве познакомился с этим чеченцем. Он, оказывается, с нашего города. Я не в курсе, что он с нашего города. И вот этот, я не знаю, прислугу вот этой ингуша, вот на своей машине возите, вот туда-сюда, какие-то вот это, вот умеют эти ингуши, короче. Каждым чеченцу представлен ингуш, вот тут в Европе, чечен спокойно не может, без ингуша никак. Это как я знаю, не по разговорам, а по себе я знаю, что я чеченец, ко мне представлен чеченец. Другой ингуш, ему чеченец знакомый у него. Вот так, это чеченец, ингуш, как будто бы security. И вот этот чеченец, говорят, 20 лет ему, я тоже слышал, вчера чеченский историк Башлам Чимай тоже об этом немножко пару слов сказал. И он прав, потому что так нельзя, знаете, если другие умирали, а 300 тысяч чеченцев, которые погибли, вот сколько я знаю, просто своих сверстников, тогда мне было 17 лет, 16 лет, вот 16-летних я знаю, сколько погибло. Почему вот это ингушский нарратив, первую кровь мы пролили, ингуши нет, вы не пролили первую кровь, никогда вы не проливали. Вот у нас в Чечне, это 94 год, в октябре месяце, я жил в Грозном, я знаю, поэтому я вам говорю. Первая попытка чеченского, война началась, вы, мужчины, хотели в 92 году, 10 ноября, привести к нам войну, но наш Джохар Дуда оказался, не стал с вами спорить и оставил вам эти клочки земли, это русскими вы их захватили. Но потом, в 1994 году, в октябре месяце, была самолетом, они бомбили Грозный, вошли войска в Грозный, спереди были чеченцы, как вы, ингуши-провокаторы, и вот сзади них были русские войска. Как вы в 92 году, вот так спереди были вы, сзади с вами был войска. Вот такие же продажи чеченцы с этим русским хотели в октябре месяце, вот, Грозно. И я тогда находился в микрорайоне, жил у своего брата. И его я не побоялся, молодой парень, я тоже вышел, пришел в центр города, вот к президентскому дворцу, а там море людей, десятки тысяч людей, просто женщин, старики, просто молодые парни, девушки пришли туда, чтобы на не пропустить танков. Вот мы его щитью стали в центре Грозного. Грозные бомбили, проспект Ленина бомбили, с самолетами. Война, это что вы врете? Моя мать, это я написал, но я от имени, мне было сколько, молодой парень, думаю, зачем мне об этом писать, и я от имени матери написал исламский, вот этот исламский зори, вот, журнал тоже. Я сам обратился от имени чеченской молодежи и чеченской оппозиции. Об этом на первых страницах газет, по новостям, по телевидению. Об это сообщение передали, вот, даже сейчас у меня дома сохранился вот этот фрагмент, и вот передавали. Конечно, тогда у меня был псевдоним Шамиль Дишни, и вот от имени чеченской молодежи обратился Шамиль Дишни, чеченский писатель. И давай. И вот я-то знаю, потому что я находился этот день там, в этом Грозном, это под этими бомбами. Мне, когда я выходил, моя брат и жена говорит, не надо там бомбят танки там, орудия. Война, вы знаете, мы чеченцы знаем, как звучит война, как это, вот это. И вот не надо придумывать сказки, вот он сидит где-то у вас на этих сайтах, и ему нравятся ингуши, конечно, они безнравственные, безликие, никаких принципов, никаких претензий, ни гордости, ни чести, ни достоинства, не во всех, а есть об общем. Вот
Конечно, нам они нравятся. Чемодан вокзал Азрань. Вот там езжай. Я, если это Рамзан Кадиров взял бы этого чеченца и давай, goodbye. Скорее всего, живет вот тут в Европе с вами общается или кувыркается с вами. Вот где-то он тут живет. Вот так это. Своих мы не жалеем. Чеченцы, да, это вот будем восхвалять и мужчин. И вот тут я понимаю, многие присылают башлам, смотри, что этот человек говорит. Братья. Мы не против, чтобы были братья. Но, знаете, она имеет свою цену. Вот наше братство 70 лет мы прожили. Какая расплата на самый трудный момент? Вы убежали и еще прихватили наши. Вот. Странно молодежь. Вот я его отцом был бы, я его дал бы. Я его послал бы, ну, честное слово. А услышал бы вот такой. Говорит, хорошо, вот возьми свой рюкзак, давай езжай в Азрань и живи там. Я бы высвернул бы своего сына, если у меня был бы такой сын, на улице, 20 лет ему, 18 лет, мне пофиг. Вот ты признаешься любви этим мужчинам, иди, живи там, в этом колхозе. Конечно, красивое место живешь, все окей, все шик. И вот ты же не пролил ни капли крови, ты же ничего не построил, ты за счет матери, отца живешь, и вот это, и готов отдать все ингушам. Себя лучше отдай им, как Артем Плато. Короче, мне кажется, это и Артем Плато, чеченский вариант. Слишком он восхищается этим ингушам. Я не против, пусть восхищается, но зачем выступать от имени народа, от всего народа. И вот такие провокационные заявления. Я Башлам Чимай правильно сказал. Это от тебя выступи, скажи, что мне это нравится. Нет, вы самые первые были, вы самые вот это. Вот проходи, вот гаденыш. Вот гаденыш. Речь не об ингушах, речь не об чеченцах, речь об этих провокаторах, этих стукачах, бывших сексотах, КГБшников, вот эти низменные, жалкие, ничтожных людях, которые вот вдруг решили возвыситься, хайповать на чеченцах. Вот днем и ночью хайпует. Еще чеченец, молодой парень, решил вот это. Честно, жалко, что я его, а не отец. Я бы и не ругал бы его, ничего не сделал. Я сказал бы, собери свой чемодан, ты мне больше не сын, давай, езжай в Азрань, вот живи там. Меня посмотришь, тебя пустят они в дом? Не пустят. Вот я молодым парнем Азрань ночь на улице находился. Ни один ингуш меня не пустил, ни один, мимо проходили эти машины, мимо проходили эти женщины, мимо проходили эти парни молодые. Делали вид, что автобус остановки вечером. Понятно, автобусов нет, это нет. Сидят два молодых парня, чеченца, и вот делают вид, что мы не существуем. Вот такие они. Вот выгоду, да, мы не упустим никогда. Вот такие хитрые, наглые. И жалко, вот я надеюсь, кто-то поймает этого вот туда, куда нужно. Назра, не надо ссориться, не надо ничего, никаких. Вот собирай 24 часа, собирай свои шманатки и езжай туда. С тебя вот это, восстанавливай их. Это колу. Потом пью я эту колу. Это некрасиво, конечно. Когда какая разница. Ведь выросла, но вот никаких забот нет, учится где-то. И вот это решил подхалимствовать. Артема Платы мало, его мало, и тебе не хватает этим мужчинам.
Мне это то же самое, мне тоже так пишут чеченцы эти. А что ты не можешь без них? Они не могут без нас. Они почему свои поганы ты открывают? Если они не открывали ты, я бы рассказал, знаете, тысячи историй. Я рассказывал бы историю, где я только не находился. Где я только не 14 раз в городе Нью-Йорке, ни разу я в Манхэттене, Гарлеме, Квинсе, Бруклине гостиницы не снял. Снял в самом центре Манхэттена. Снял в самом центре Fashion District, рядом с Бродвей, рядом с вот это Таймс-сквер, рядом с Центральным парком. Все мои гостиницы вот так, 4-5-звездочные, там и сейчас 5-звездочные стали, 4-звездочные, 3-звездочные, шикарные гостиницы, небоскребы я же. Вот я не знаю, я бы об этом рассказывал. Сан-Франциско. Да я только не жил. Монпелье, Париж, я не знаю, Бангкок, везде, где я только, вот везде. И Тунисе, вот везде. Путешествую очень много. И мне делать нечего, рассказывать про этих мужчин, их рекламировать. Вы должны мне донатить. Короче, сколько я про вас рекламирую. Вы же мне не платите? Ну, нельзя вот так, знаете, ради 5-минутного хайпа вот так топтать всех остальных в грязь. Вот потом ингуши, видите, ваш чеченец говорит, что мы первые. Да, вы первые. Вот когда вы в 92 году были первым, 60 тысяч беженцев к нам не пришло бы просто, если вы были первым. Ну, такие дела. Вот странно, странно. Я даже хотел фотографии поставить, думаю, зачем ставить? Когда-нибудь пустышка. Сейчас, подождите 1 минуту. Мы же никто против братства, понебратства. Да, ингуши наши братья. Мы всегда чеченцы это говорим. Вот ингуши, слово чеченец для них это уже их позор. И я не знаю, вот сколько как ненормальные вот, бесится, вот, возмущаются. И сколько на нас льют эту грязь. И делать вид, что ничего не происходит, так тоже нельзя. Какая-то должна быть гордость, честь достоинство. Наши отцы, да, дети, прадеды вот, приливали за эти великие слова. А тут бросаемся словами, чтобы кому-то понравиться. Конечно, паблики Ингуши, вот звездой он стал на 5 минут Ингушетии. Ингушетия это на 3 километра территории. Там они разгуляются. Артем Плато там все прихватил. Вот тебя чеченцы будут использовать и выкинут, как мусор. А русским мы будем аплодировать. То, что ты скажешь, это как бы должное. Чеченцы же для ингушей кто? Ну, такие дела, я не знаю, даже снимать, что-то говорить, рассказывать, смысла у нас нету. Вот такой истории маленькие. И вчера, да, я тоже вчера хотел снять ролик, думаю, нет, я лучше пойду работать, потом пришел, сейчас хотел сесть, потом банк присылает смс-ку. Если ты не ответишь, мы закроем твой счет. Короче, побежал туда. И вот я немножко устал, поэтому не получается у меня разговор сегодня. И что говорить, я тоже не знаю. Вопросы, конечно, у меня почти 5000 вопросов, там, ответов. Можно было, конечно, там самому списывать и потом как бы отвечать. Тоже
можно было так вести, я не знаю. Сейчас скоро собираюсь, так что, ребята, собираюсь в Бангкок, Таиланд. Буду отдыхать, немножко развеяться от этих печальных как мыслей. Ничего хорошего нам они предвещают, это взаимная ненависть. А не взаимно это вы нас ненавидите за что-то, непонятно за что. И вот мы, чеченцы, просто отвечаем вам за вашу наглость, за ваши вот эти бесцеремонности. Знаете, я вспомнил вот сейчас, в самом начале урока вспомнил советские времена, Грозный, Чечен, Ингушетия, даже это Веденская район. Как это было четко, гордо. Сейчас все опошлятели, все вот это. И даже вот это, ты будешь 10 часов говорить, какая-нибудь тварь придет, какая-нибудь пустышка, и вот все твой труд вот, хочет размазать. Сам размазь себе. И вот такие дела. Я просто не хочу сейчас возбуждаться. Если я начну, желания нет говорить об них. Они мне не платят, не донатят. Так что я свободный человек. И я надеюсь, сегодня будет эфир у Башлама. Немножко посидим, послушаем злободневные темы. Никто никаких претензий, я никому не предъявляю. И, знаете, очень... Поэтому вот так они хитро ведут эту пропаганду. Вот таких смешленных, как этот парень молодой, который улаханулся в своем подхалимстве. Наверное, есть братья, двоюродные братья, и отец, наверное, есть у него. Пока же. Надеюсь, православный, если он проживает в Чечне, вышлют его, посадят на последний автобус Азрать. Я надеюсь, честное слово. Вот так, вот таким людям надо, вот только так. Нет, я не понял, я это так не сказал. Я забрался за дружбу. Все мы забрался за дружбу. Мы никому не желаем зла. Вот есть люди, которые плохие, грязные. И вот вот они от имени этого народа выступают, от имени этого народа на нас это пальцы. Если это был бы из космоса какие-то непонятные существа, мы сказали бы, это безликие, непонятно кто, но имеет имя. Этот соседи наши, они же как-то называются, и это не оскорбление. Я говорю, мужчины, это не о всех. Есть хорошие, плохие. Но мы разделять их не собираемся. Они нас тоже, они разделяют, стараются поглубже этот нож в спину. Предательство, наверное, и в крови. И тогда этого геройства, мужества не будет сегодня. То же самое. То же самое. Зомбируют молодежь, чтобы вот провокации делали. Наверное, боятся сами это делать. Я просто, нет основной темы, общих словах, с одной темы, с другой темы, другой. Вот так третья тема были. Грозный Ведено и вот этот чеченец, как сказать, несмышленый, что ли. Лохушка, чеченец лохушка. Признайся своей матери, признавайся любви. Отцу мы не против. Дядя, тетя, своему родине признавайся любви. Вот подхалимство, это некрасиво. Это не к лицу мужчин, если честно. Вот такие дела. Давайте мы сейчас попрощаемся. Всем мира и добра. Сейчас времена такие, что, не знаю, каждым днем, каждым
месяцем вот, все хуже, хуже. Нет просвета, нету, я не знаю, как это молодежь будет выживать. Мы-то прожили счастливую юность, детство. Бедных, их жалко, конечно. Вот поэтому они такие. Хотя в наше время и интернет все есть. Можно понять, конечно, что есть, что будет. Вот дубли сейчас повторять, это тоже мне не так нравится, но я повторять не буду, я уже устал повторять эти дубли. Я же не актер, мне же огромные деньги за это не платят, я это бесплатно все. После работы, знаете, я уже, если вы знаете, я сел в метро, сразу оставался час до закрытой банки, успел туда побежать, обратно прийти. И вот тут с вами посидеть целый час, болтаем. Вот так. Успеваю, очень такой. Успеваю 1000 дел в день делать. И еще 4 часа 30 минут с утра я на ногах. 6 часов началась моя смена на работе. И утром прошелся по улицам города. Вот так это. Потом обратно тоже пешком пришел. Хотя и чуть-чуть нога. Когда ходишь долго, нога прибаливает. Потом успел покушать, прихватить и побежал в банк сразу. Вот так беготня у нас в Европе. Погода тоже такая мерзкая, дождливая. Но у нас, конечно, теплая зима, плюс бывает плюсовая температура. Снег очень редко выпадает. Но сейчас, казалось бы, движемся летом. Единственное радость, что поменяет летнее время, иначе 7 часов, 6 часов, раньше было ой, темно, некрасиво так. Когда живешь в большом городе, тебе хочется и светла, и солнца. Вот у меня балкон огромный, сесть там, кофе попить, что-то делать. Вот времена. Но сейчас, в последнее время, я заметил, если эти напряги с этими гущами, я не знаю, как-то отошел от всех своих привычек, отдел. Вот бегаю тут, очень много снимаю, очень много болтаю, все это выкладываю, некоторые не выкладываю. Это, знаешь, какой-то труд. Жалко, что я не умею монтировать. Я бы монтировал, честно. Монтировать это. Лишь даже в этом ролике лишнее можно было убрать, и все было бы гладко. 30-минутные ролики. И вам приятно, и мне приятно. Но знаете, что мы можем? Мы просто лайв вещаем. Это как бы стримы у меня, односторонние стримы. И что я могу сделать? Ничего не могу. Не всем людям даны эти компьютерные знания. Вот такие дела. Надеюсь, у вас все хорошо. Это праздник Рамадан закончился. Сейчас немножко да, будет тяжело. Мне этот из Ингушетии звонил. Говорит, Рамадан, так тяжело. Не потому, что ты голодный. Нет, это просто люди туда-сюда. Очень большая бывает движуха в этот священный месяц. И вот люди вот бывает, кто-то заболел, там ходит, вот туда-сюда. Вот из-за этого, скорее всего, наверное. А я, конечно, тут у меня такие движуха только на своей работе, движуха и дома. Я иногда бывает, не знаешь, что делать дома. Вот хочется уборкой заняться, что-то делать, поменять обувь. Вот я уже покрасил, в прошлом году начал, полностью все покрашено. Сейчас снова хочу. Может, апрель месяце снова какой-то красивый цвет, одну-две стены сделать. Посмотрим. Занавески хочу поменять. Вот деньги тратят хочется всегда. Вот находишь причину.
Короче, мебель выкинул, новую мебель. Но я так рад, что я его купил. Успел купить. Вот сейчас 3000 она стоит. 3500 стоит. Белая, мягкая, такой нежная мебель. Казалось, сложно будет ухаживать. Оказывается, очень просто. Белым. У меня-то детей нет дома. И потом я стул купил, то купил, то. Вот я уже потом все покрасил. Сейчас все поменять, двери, краску поменять. Вот по чуть-чуть квартира у меня становится идеальной. Ну, очень, очень многим нравится. Ну, а что, так надо жить, наверное. Уют и тепле. Главный балкон в центре города. Вот сидишь, никому не мешаешь. Можешь бегать там. Вот удалась жизнь, конечно. Удалась тут в Европе. Но, знаете, вот когда вот заходит интернет, вот все этот кайф ломают люди. Просто зачем это надо им тоже, я не пойму. Вы просто не подумайте, что я вот такой возбужденный. Нет, я очень простой человек. Я такой, я не злой, я добрый человек. Я просто, у меня голова, хотя я не родился в богатой семье, хотя у нас 10 детей в семье было, и вот это, и то какие-то стандарты привиты, не нужно же опускаться до этого мусора, не нужно опускаться одна, вот это я даже не, даже сейчас я сижу и вот не могу понять людей, которые мелочные, какие-то низкосортные. И самое главное, вот, я не знаю, как это так может быть. Даже человек кристально бедный может быть порядочным, кристальным, чистым. И вот даже бывает, вот, есть люди, которые ничего не имеют за своей спиной, вот выпендриваются, что-то хотят тебе показать, что-то хотят тебе сказать. Вот не пойму я. Вот я потусторонний наблюдатель, я пишущий человек, я за людьми наблюдаю, и мне очень, я, честное слово, я не хочу сейчас, честно, я остался один, потому что я не могу друг друга завести. Я не верю и лицемерие, какое-то вот это. Даже завести порядочного друга. Честное слово, я показал бы весь мир. Все у меня есть. Даже вот это нет у меня. Да, я общаюсь по WhatsApp, друг по WhatsApp, друг по работе, друг по соседству, вот так. А так нет близких, бывает, все равно человеку нужен какой-то опора в жизни. Да, и я просто удивляюсь, я наблюдая за людьми, некоторым кажется, что я и догоняю, что они меня обманывают, а я все знаю, что человек делает. Я специально наблюдаю, и вот удивляюсь, как так можно. Хотя я из Санкт-Петербурга приехал, я не из Чечни, но все равно я же там жил. Это когда война вторая началась, я вынужден был оттуда уехать. Сперва жил в Петербурге, потом приехал сюда, в Европу. И я знаю, как сложно было в Петербурге жить. Это не просто. И то 6 лет я там прожил, прежде чем сюда приехать. Я удивляюсь, люди. Это, наверное, надо, знаете, ты не должен быть добрым ко всем. И вот поэтому они тебе, поэтому так с тобой относятся. Надо всегда марку держать, место им показывать, знаете. Вот знаете, есть на юрте или даже много чеченцев, когда в начале это было. Я по-дружески, знаете, как общался, вот это, оказывается, нужно все, даже наших чеченцев нужно о расстояниях держать, потому что лучше, знаете, вот они вообще тем более, 1000 километров себя нужно держать. Просто я сейчас очень много мыслей, я иногда думаю, может включить камеру и поговорить, с кем поговорить. Вы потусторонний, вы не в курсе, не варьте эти каши.
И я просто поэтому, если я не общался бы так плотно с ингушами, я бы про ингушей, они говорили, если я не родился бы в Чечне, Ингушетии, Чечне, я бы не говорил про Чечню. И это, я не знаю, я постарался, все, что я мог сказать. Я иногда очень эмоционально, иногда очень, не то что грубо, а просто искренне, я вот прямо то, что есть, говорю. Это некоторым не нравится, некоторые привыкли аплодисменты. И прошелся как мог, попытался некоторых, это, знаете, это так кажется, это трещина, знаете, она идет, эта трещина идет между нами. Она уже пропастью становится. И вот обратно, просто я вам говорю, вот на паузу вы не сможете поставить это обратно. Не будет никогда обратно эти отношения. Так что вы знаете, чем вы заняты. И посмотрим. Время нам покажет, кто прав, кто лжет, кто выдумывает, кто сочиняет, кто крадет. Знаете, это показывал всегда. Один прекрасный день вам покажет, что вы уже победили, товарищи. И вот ваш хребет сломает потом. Найдется, я-то, найдется какой-то чеченец, который шпрекает очень, вот он вас, вот в отца в ютубе, вот он вас будут гнобить. Вот вам понравится это? Не понравится. Это я приличный человек, вот так культурно разговариваю. А есть люди, которые, ой-ой-ой, вы в это не успеете. Я надеюсь, у меня брат, жена украинка, у него есть сын, взрослый такой, очень академии учится. И вот надеюсь, он станет блогером, вот будет как свой дядя защищать чеченцев от этих напастей, от этих пакостников, этих лицемеров, лжецов, наглецов. Вот он, у него голос приличный, вот он мог бы, конечно, сесть там, развести вас на все 4 стороны. Пока-пока, с вами был Одинокий Джейсон. Я надеюсь, эти выходные вам все будет хорошо, удачи, честно, удачи всем, моим друзьям, моим врагам. Goodbye, bye-bye.